Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня работаю в Москве и выполнил очень приятную торжественную миссию. Вручил ветеранам Республики Коми, которые сегодня живут в Москве, наши почетные государственные награды, медали столетия Республики Коми. Конечно, вот сегодня вручая награды и слушая ответные слова наших уважаемых ветеранов, перед глазами проходит именно та республика, республика становления, республика развития, республика строительства и создания новых городов, создания целых инфраструктур, целых отраслей. И сегодня, конечно, в ответном слове я тоже сказал, что нам есть на кого и на что равняться, и мы будем стремиться, я и правительство, к тому, чтобы нам выполнить наказы сегодняшних ветеранов и поднять экономику республики. Сегодня я расскажу о работе, которую ведет правительство республики по обеспечению мобильной связью и интернетом, особенно жителей труднодоступных населенных пунктов. Сейчас, когда мы проезжали вновь по республике с членами правительства, проводили встречи, слушали те вопросы, которые жители нам задавали. На всех встречах, абсолютно на всех встречах звучал вопрос об обеспечении устойчивой мобильной связью и интернетом. Поэтому сегодня еще раз, уважаемые жители, расскажу, что делается мной и правительством по достижению вот этих показателей по устойчивой мобильной связи интернетом в наших особенно труднодоступных населенных пунктах. Итак, мы работаем по 3 направлениям. И первое, это республика участвует в федеральном проекте «Информационная инфраструктура». Что это такое? Это подключение к сети интернет, во-первых, всех социальных объектов. Это объекты здравоохранения, образования, это и местная администрация, это и пожарные части, и Росгвардия, именно расквартированные на территориях наших населенных пунктов. И по проекту планируется подключить к сети интернет в этом году уже 283 объекта. На данный момент работы завершены в 244 учреждениях, оставшиеся 39 в завершающей стадии. Вопрос держу на контроле и в конце года доложу вам по вот этому первому направлению, как оно будет завершено. Второе направление – это программа устранения цифрового неравенства. Изначально в нее вошли 123 населенных пункта. Это численность в этих населенных пунктах от 250 до 500 человек. В этой программе строятся волоконно-оптические линии и устанавливается точка Wi-Fi. Программа реализована уже в 117 населенных пунктах. До конца года запланировано подключение еще 6. В прошлом году федеральным законом в программу устранения цифрового неравенства были внесены важные изменения, и об этом тоже мы на встречах говорили. Услугами связи в рамках программы этой будут обеспечены и население, где населенные пункты от 100 человек и до 500, потому что вот я вам сказал, что сейчас работает программа от 250 до 500. И многие жители именно вот таких небольших населенных пунктов говорили: а что же мы? Мы что, забыты? Нет, не забыты. Так вот, помимо точки доступа к сети интернет, будут организованы и услуги сотовой связи. Новая редакция программы рассчитана до 2030 года. В нее вошли уже на сегодняшний день 59 населенных пунктов республики. И также мы направили предложение по включению в программу еще 66 населенных пунктов. Это вот отвечая на вопросы многих жителей населенных пунктов, когда мы дополнительно еще внесем, вот я обещал, что к концу сентября мы довнесем еще один список, вот мы его подготовили и внесли. В этом году до 1 декабря базовые станции сотовой связи должны быть введены в 7 населенных пунктах. В Выжимском районе это деревни Мощуга, Большое Галово, в Кайгородском районе это село Грива, это поселки Кузьёль
и Зимовка, а в Харкировском районе село Керес и поселок Урь-Йой. Третье направление – это работа с партнерами. Вот один из партнеров в рамках соглашения между правительством Республики Коми и компанией Т2 Mobile, ну, или Теле2. В 2021 году оператор инвестировал по этому соглашению на территории региона, именно в сеть связи, почти 500 миллионов рублей. И на эти 500 миллионов рублей были построены 100 базовых станций сотовой связи в 16 районах республики. Сеть Теле2 появилась в поселках Азияк, Кимшер, Югодьяк, в селах Кирчомья, Деревянск, Ульяново, в селах Подъельск, Намск, в селе Студенец. Вот в этих населенных пунктах уже на сегодняшний день сотовая связь появилась именно за счет еще третьего источника, о котором я сказал, это по сути соглашение о партнерстве. И в завершение несколько цифр по эпидобстановке. В Республике Коми за сутки выявлено 231 случай заболевания коронавирусом. Мы снова, вот, я каждый день вам говорю, что мы, уважаемые жители, опять подросли, пусть на один случай, но это опять рост, мы опять не снижаемся. Выздоровело 87 человек, не очень много, но лучше, чем вчера, было 46 выздоровевших. Наибольшее число заболевших точно так же ничего не поменялось. Сыктывкар, Ухта, Усинск, Ижемский, Усть-Вымский районы. По койкам развернуто 2012 коек, мы тоже пока дополнительно койки не разворачивали. Занято 1518 коек, ну практически без изменений, вчера было 1520. Вот теперь я хочу сказать несколько слов о том, что появилась информация, что у нас в республике за сутки умерло 26 человек. Кто эти люди, 26 человек? К сожалению, умершие. Это, среди них нет ни одного привитого. Вот я не знаю, сколько нам надо еще приводить примеров, сколько нам надо еще людей похоронить. У нас на сегодняшний день уже умерло за весь период наблюдения 1699 человек. И вот действительно за несколько суток 26. Но вот повторяю, среди 26 ни одного привитого, это все люди с хроническими заболеваниями, кстати, разного возраста. И еще раз подчеркиваю, вот отсутствие прививки и наличие хронических заболеваний, по сути, с поздним обращением мы не можем ничего сделать. Очень быстро развивается поражение легких, сосудов, и при наличии хронических заболеваний человек погибает. Поэтому, вот, возвращаясь снова к вакцинации, я хочу напомнить, что у нас сегодня полностью завершили вакцинацию 248 666 человек. Запас вакцины у нас очень большой, более 151 тысяч доз. Поэтому, уважаемые жители республики, вот, возвращаясь к цифрам о умерших, и в том, что там минимальный процент привитых, я об этом уже говорил, что там буквально промилле привитых, и то это, как правило, первая вакцинация была сделана, и человек просто, заболев после первой вакцинации, не наработав иммунитет с большим хроническим букетом заболеваний, умер. Все-таки еще и еще раз подтверждение того, что нужно вакцинироваться. Не нужно ждать, когда это произойдет с кем-то из ваших близких. Это трагедия, всегда трагедия. И в этом смысле есть решение вакцинации. Уважаемые жители республики, на сегодня это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, вакцинируйтесь, будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.